А сейчас продолжим эфир обзором спортивных, экономических событий и чрезвычайных происшествий, осветить которые мне помогут коллеги. Начнем с актуального курса валют. Итак, согласно информации Центробанка, валюта продолжает расти. Доллар сейчас остановился на отметке в 61 рубль 83 копейки. Евро на 2 копейки сдало позиции 68 рублей 51 копейка. Самый выгодный обмен доллара в Якутске сегодня предлагает Восточный банк. Покупает за 61 рубль 83 копейки, а продают за 62 рубля и 20 копеек. Обмен евро сегодня тоже выгоднее всего предлагает Банк Восточный. Покупает за 68 рублей 55 копеек, а продает за 68 рублей 90 копеек. Двигаемся далее. Премьер-министр России Михаил Мишустин произвел ряд назначений в правительстве и федеральных ведомствах. Максим Топилин назначен на должность председателя правления Пенсионного фонда России. Антон Дроздов, ранее возглавлявший Пенсионный фонд России, стал заместителем министра финансов. Главой Федеральной медико-биологического агентства назначена экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова. Владимир Уйба, который до этого был руководителем ФМБА, стал замминистра здравоохранения. В Рио главы Росздравнадзора назначен Дмитрий Пархоменко, статс-секретарем, заместителем министра финансов назначен Алексей Сазанов. Ирек Фейзуллин стал первым замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Стратегия развития арктической зоны России до 2035 года разрабатывается Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. На данный момент проект стратегии отправлен на рассмотрение в федеральные органы власти и регионы, входящие в арктическую зону. До 20 марта проект будет окончательно готов к представлению в Совет Федерации России. Стратегия готовится с широким участием властей арктических регионов, научного сообщества и экспертов. В августе 2019 был запущен специальный портал, с помощью которого любой гражданин России мог внести предложение в стратегию. От жителей арктических территорий поступило свыше 650 предложений, так что документ готовится с учетом пожеланий населения. Позже в каждом регионе Арктики прошли очные обсуждения документа. Экспертизу прошли. На Чаендинском месторождении построят более 90 скважин и 443 километров трубопровода. Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий обустройства Чаендинского месторождения. В проектной документации предусмотрено строительство кустов, газовых скважин, установки предварительной подготовки газа, а также газосборных сетей, технологических трубопроводов и иных линейных и площадочных объектов. Проектируемые объекты предназначены для сбора и предварительной подготовки продукции добывающих скважин с последующей ее транспортировкой на установку компримирования природного газа, где газовое сырье проходит дальнейшую обработку. В Мирном заработал резиноперерабатывающий завод. Сегодня предприятие реализовало первый крупный контракт объемом 3 тонны. Заказчик – предприятие, занимающееся благоустройством общественных территорий города Нюрбы. Завод оснащен современной производственной линией по переработке всех видов шин в резиновую крошку разных размеров. Это позволяет использовать продукт с созданием универсальных покрытий. На сегодняшний день ведутся переговоры с другими муниципальными районами, и в ближайшее время планируется заключить несколько крупных контрактов. В этом заводе мы были еще летом. Мы уже знаем вот эту работу, которую региональный оператор проводит. В этом году мы планируем очень много работы провести по благоустройству именно города Нюрба. Резиновую крошку мы хотим использовать именно для детских игровых площадок, для благоустройства, а также для спортивных площадок. К другим темам иностранцам могут разрешить перемещаться по всему Дальнему Востоку по электронной визе. Это касается гостей, которые прибыли в Россию через речные и воздушные пункты пропуска на Дальнем Востоке. Им могут разрешить путешествовать не только по тому городу или области, где находится пункт пропуска, но и по всему региону. Соответствующий законопроект депутаты рассмотрят на заседании Комитета Госдумы. По словам авторов инициативы, принятие законопроекта будет способствовать расширению объема туристического продукта и позволит более полно презентовать и использовать туристические возможности субъектов, входящих в Дальневосточный федеральный округ.
Резиденты технопарка «Якутия» примут участие в Open Innovation Startup Tour во Владивостоке. Сегодня и завтра состоится дальневосточный этап конкурса. Якутию представят компании «Кинестетика» и «Буровые технологии». Николай Сыромятников, представитель компании «Кинестетика», поделился своими надеждами от участия в стартап-туре. Цитата. «Едем за победой. Также надеемся, что новые знакомства помогут развить и улучшить наш проект. Победитель гранд-финала стартап-тур во Владивостоке автоматически попадает в полуфинал конкурса крупнейшей стартап-конференции «Стартап Village» в России и странах СНГ, которая состоится в инновационном центре Сколково в конце мая этого года. Инициативы президента России Владимира Путина, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся бюджету страны в дополнительные 4,5 триллиона рублей на перспективу в ближайшие 3 года. Подробности узнаем в экономическом обзоре у Ивана Лазаренко. Иван, а уже известно, где правительство возьмет эти довольно немалые средства? Василий, приветствую. Действительно, средства запланированы колоссальные. Чуть меньше половины, это порядка 2 триллионов, возьмут в резервном фонде правительства. Ну а вероятным источником дополнительных недостающих средств эксперты называют отмену ряда налоговых льгот, которые существуют в стране. Это новости экономики на Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что инициативы президента России Владимира Путина, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в дополнительные 4,5 триллиона рублей до 2024 года, поручив Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля. На меры по поддержке семей с детьми уже в 2020 году понадобится 450 миллиардов рублей. Данные расходы покроют свободными остатками, скопившимися на счетах казначейства, и деньгами резервного фонда правительства. 2 триллиона в бюджете есть, столько же не хватает. В Министерстве финансов сообщили, что в основном дополнительные траты будут покрыты за счет ресурсов федерального бюджета. Вероятным источником средств для исполнения поручений называют отмену части налоговых льгот, которые уже сейчас ежегодно обходятся бюджету более чем в 4 триллиона рублей, а к концу 2022 могут превысить 4,5 триллиона рублей. Также премьер-министр Михаил Мишустин утвердил стратегию развития электронной промышленности России до 2030 года. Согласно планов, объем экспорта должен вырасти до 12,2 миллиарда долларов. При этом доля гражданской электронной продукции по выручке должна составить не менее 88% от общего объема производства промышленной продукции. В стратегии определены 9 ключевых направлений: научно-техническое развитие, средства производства, отраслевые стандарты, кадры, управление, кооперация, отраслевая информационная среда, рынки и продукция и экономическая эффективность. Реализация этого плана будет проходить в 3 этапа. Сначала планируется нарастить долю российской электроники на внутреннем рынке. После этого ее будут продвигать на существующих и выходить на новые международные рынки. Затем планируется обеспечить устойчивый рост отрасли и укрепить ее лидирующие позиции. Минэкономразвития предложила силовым структурам отменить уголовную ответственность за 8 категорий правонарушений, закрепленных в Уголовном кодексе. В частности, за коммерческий подкуп на сумму, не превышающую 10 тысяч рублей, за ведение бизнеса без лицензии или регистрации и за фиктивное банкротство. Также в списке Минэкономразвития такое правонарушение, как причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана или злоупотребление доверием, совершенное в крупном размере, до 1 миллиона рублей. Кроме того, ведомство предлагает отменить уголовную ответственность в случаях, если была скрыта или предоставлена заведомо неверная информация о ценных бумагах, вывести из-под действия Уголовного кодекса плагиат, применение чужого товарного знака и принуждение к соавторству. Эти инициативы поступили в Минэкономразвития в результате работы тематического экспертного совета. Подчеркивается, что декриминализация статей Уголовного кодекса только одно из направлений по защите прав предпринимателей и первые шаги по снижению давления на бизнес. Еще одним шагом поддержки бизнеса стало предложение, озвученное в Госдуме, расширить условия кредитования малого и среднего предпринимательства. Участниками системы должны стать Корпорация развития малого и среднего предпринимательства, Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства и региональные фонды содействия кредитованию. По мнению авторов законопроекта, принятие документа обеспечит ежегодный рост поддержки малого и среднего бизнеса не менее чем на 3%, а к 2024 году предполагается до 6 тысяч получателей. Корпорация развития малого и среднего предпринимательства будет ранжировать фонды в зависимости от финансовой устойчивости и эффективности. В зависимости от эффективности работы того или иного фонда будет увеличиваться и финансовая поддержка.
Структура потребительской корзины в России нуждается в пересмотре. Такое требование к рациону простых граждан озвучил президент Владимир Путин. По словам главы государства, в потребительской корзине сейчас не хватает мяса, рыбы и овощей. Цитирую. «Не помню, в каком процентном соотношении картофель, жиры и прочее. Хлебобулочные изделия большую занимают часть, а вот овощи, фрукты, особенно их маловато. И рыба, и мясо в этой корзине не занимают должного места». По закону состав потребительской корзины должен пересматриваться раз в 5 лет, и этот срок истекает в 2023 году. Состав корзины влияет на расчет прожиточного минимума. Помимо продуктов питания в нее входят одежда, канцтовары и другие необходимые товары и услуги. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Василий, передаю слово тебе. Как будут развиваться события в мире экономики, узнаем в следующих выпусках. Иван, спасибо за информацию. Держи нас в курсе. Я напомню, что об экономической ситуации в стране нам рассказал мой коллега Иван Лазаренко. Мы двигаемся далее. У людей предпенсионного возраста 50+ появилась возможность получить новую профессию. В Якутском коммунально-строительном техникуме с 3 февраля начнутся курсы. Сейчас там находится и наш корреспондент Анастасия Кобызева. Анастасия, здравствуй. По каким компетенциям проходит обучение и много ли уже сейчас желающих? Василий, я тебя приветствую. Да, действительно, желающих получить новую профессию очень много. Я напомню, что, как ты уже сказал, мы находимся в коммунально-строительном техникуме города Якутска. И здесь будет проходить обучение по 2 компетенциям. Первая – это сантехника и отопление, а вторая – это сухое строительство и штукатурные работы. Как ты уже сказал, начнутся они с 3 февраля, и я хочу отметить, что учебные группы, они уже практически наполнены. Учебные группы будут состоять по 10 человек, и там остались буквально несколько мест. Но я также хочу отметить, что, конечно же, здесь будут обучаться не только те, кто впервые сталкиваются с той или иной профессией, но и те, например, которые хотят просто переобучиться или повысить свою квалификацию. Здесь абсолютно всем рады, и каждый найдет что-то для себя. Ну, я хочу также отметить, что тем пенсионерам и предпенсионерам не стоит расстраиваться, что они не смогут получить ту или иную профессию, потому что набор групп по 10 человек будет проходить и в дальнейшие месяцы. Для того, чтобы получить всю необходимую информацию, какие необходимы документы и как долго будут проходить эти курсы, достаточно обратиться в коммунально-строительный техникум города Якутска. Он находится по адресу Чеченко 6. Здесь вам предоставят всю необходимую информацию. Но я также хочу отметить, что курсы здесь проходят в очень гибком графике. Они очень удобны для тех, кто будут их проходить, потому что есть те, кто работают, и под них будут подстраиваться. Либо курсы будут проходить утром, либо днем, либо вечером. И как раз-таки, когда мы сюда приехали, нам удалось пообщаться с человеком, который только планирует записаться на эти курсы. Давайте послушаем, что он нам рассказал, какие курсы он хочет пройти и что он будет делать в дальнейшем. Ну, конечно, его на пользу пошли. Я узнал больше по сантехнике туда-сюда. Потом, в курсах здорово проходили, педагоги хорошие, обучили нас так здорово. И дипломы уже получили. Ну, сейчас в поисках пока работы. Еще работаю, найду, сразу устроюсь. Ну, Вася, как раз-таки мы сейчас находимся именно на той площадке, где будет проходить обучение по компетенции сантехника и отопления. Вообще здесь обучаются студенты, но во время курсов здесь будут обучаться и пенсионеры, и предпенсионеры. Вот здесь таких 10 рабочих мест, 10 парт. Вот посмотрите, они оборудованы абсолютно всей необходимой современной техникой для того, чтобы успешно пройти эти курсы. Ну, я также хочу добавить, что еще раз напомнить, что эти курсы начнутся с 3 февраля, но набор будет проходить и в дальнейшие, в последующие месяцы. Я также хочу отметить, что вообще впервые эта программа для предпенсионеров и пенсионеров стартовала в 2019 году. Она будет длиться до 2025 года, целых 5 лет, для того, чтобы охватить большее количество предпенсионеров и пенсионеров, потому что мы все прекрасно знаем, что им очень сложно освоиться на этом рынке труда в нынешнее время. И как раз-таки мы пообщались с теми, кто в прошлом году прошел это обучение. Давайте послушаем, что нам рассказали. Я хочу
узнать особенности сухого строительства, штукатурки. Это меня всегда интересовало. Вообще за сухим строительством это вообще-то, грубо говоря, каркасное строительство, вот, иначе говоря. Вот, за ним будущее индивидуального строительства, за каркасным строительством. Я хочу узнать некоторые нюансы при, так сказать, исполнении этих работ. Ну, конечно же, обучение по той или иной компетенции будет проходить не только на базе коммунально-строительного техникума города Якутска, но и на других площадках, в других учебных заведениях нашего города. Поэтому есть время. Сейчас это обучение только начинается. Поэтому, как говорится, все в ваших руках. Но, Василий, к этой минуте у меня пока все. Да, Анастасия, спасибо за такой подробный обзор. Будем надеяться, что после данного материала желающих станет больше. Ну а мы переходим к событиям, произошедшим за пределами страны. Мировые новости в эфире. Жертвами мощного шторма «Глория», четвертые сутки бушующего над Испанией, стали 7 человек. Также сотни тысяч жителей остались без света, а тысячи километров дорог заблокированы из-за снега. Артем Сторонов о ситуации в стране. Мощный шторм «Глория» уже четвертые сутки продолжает бушевать над территорией Испании. Он принес с собой сильный ветер с порывами до 130 км в час, ливни, снегопады и аномально низкую температуру. В Барселоне жители с трудом перемещаются по улицам. Повсюду поваленные мотоциклы и ветви деревьев. На набережной булыжники и песок, выброшенные на берег огромными волнами высотой несколько метров. В расположенной неподалеку Жироне уровень воды в городской реке заметно поднялся. Местные жители опасаются, что в ближайшее время она может выйти из берегов и затопить подвалы и первые этажи зданий. Сотни тысяч человек остались без электричества. Намного южнее, в городе Кульера, на пляж выбросило сотни мертвых рыбин. Туристы из Великобритании Эдвард и Паулина Бейкер, остановившиеся здесь в своем трейлере, рассказали, что прошедшая ночь была одной из самых страшных в их жизни. Это один из худших штормов, которые мне довелось пережить. Вода почти начала проникать в трейлер, когда подоспела помощь. Ужасная ночь и ужасный день. Горные районы страны засыпало снегом. Из-за обильных осадков заблокированы более 2500 километров автодорог. По последним данным, с воскресенья жертвами стихии стали уже 7 человек. Из-за плохой погоды в повышенную готовность приведены более 30 провинций. Международная организация, защищающая права животных Animal Defenders International, организовала перевозку 2 десятков львов и тигров из Гватемалы в ЮАР. В Центральной Америке животных использовали в качестве цирковых представлений. Они страдали от плохих условий содержания и недоедания. В Южной Африке им будут обеспечены помощь ветеринаров и хороший уход. Все подробности узнаем у Сергея Берца. Сотрудники благотворительной организации по защите прав животных Animal Defenders International, ADI, эвакуировали из Гватемалы в Южную Африку более 20 тигров и львов, которые годами страдали от недоедания и дурного обращения. Звери, в недавнем прошлом цирковые артисты, будут жить в специализированном приюте. Они получат нормальную пищу и заботу ветеринаров. Как говорит президент ADI Джен Кример, кошки содержались в ужасающих условиях. В тесных клетках невозможно было повернуться. Их кормили куриными лапами, поэтому они плохо развиты. Тиграм и львам удалили когти и клыки. Теперь они не способны добывать себе пропитание самостоятельно и полностью зависят от людей. Операция «Либерти» или «Свобода» стала самой сложной из многих для Кример и ее коллег. Правительство Гватемалы обратилось к зоозащитникам с просьбой оказать помощь в реализации закона о запрете на использование дрессированных животных в цирках. Владельцы увеселительных заведений всячески пытались им помешать, не останавливаясь перед угрозами. Еще одну партию освобожденных хищников организация ADI перевезла во Флориду. Все больше штатов в США вводят полный или частичный запрет на дрессировку и выступления в цирках диких животных. Такие меры приняты более чем в 40 странах мира. Россия пока не присоединилась к их числу.
Индийская Рапунцель, девушка из города Куджарат, вновь побила рекорд. Девушка из Индии стала обладательницей рекорда Гиннесса. У нее самые длинные волосы среди тинейджеров. 17-летняя девочка из Индии Нилаши Патель побила свой собственный рекорд Гиннесса, получив титул «Тинейджер с самыми длинными волосами». Неудивительно, что к ней приклеилось прозвище Рапунцель. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2018 году, и с тех пор ее прическа стала длиннее на 20 сантиметров, составив 190 сантиметров. Отращивать косы Патель начала в 6 лет. Тогда она была расстроена неудачной стрижкой, ее волосы стали короткими и грубыми. Мама подсказала выход, и с тех пор она не стриглась. Ухаживать за такой прической сложно. Только чтобы высушить волосы уходит полчаса, на расчесывание еще час. Патель признается, что привлекает внимание окружающих. Люди заводят разговоры, просят сфотографироваться вместе с девушкой. А в Австралии испекли 100-метровую пиццу. Так владельцы итальянского ресторанчика в Сиднее решили отблагодарить спасателей, боровшихся с лесными пожарами. Никита Конев об угощении. Итальянский ресторанчик в Сиднее решил отблагодарить пожарных, тушивших леса в Новом Южном Уэльсе. Подошли к делу со свойственной итальянцам широтой и сделали пиццу Маргарита длиной 103 метра. Приготовление блюда заняло 4 часа, повара использовали конвейерную печь. В итоге получилось 4000 кусочков. Их раздали людям, пожертвовавшим деньги службе по борьбе с лесными пожарами. Юго-восток Австралии горел с августа 2019-го. За это время погибли 29 человек и больше миллиарда животных. Ситуация, казалось, изменилась в последние недели. Начались дожди. Однако в итоге на регион обрушились наводнения, а следом град и даже песчаная буря. И прогнозы неутешительны. В Австралию возвращается жара и ветер. Переходим к теме чрезвычайных происшествий. Китайские власти приостанавливают авиа- и железнодорожные сообщения из Ухани из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом сообщили государственные СМИ. Заявление прозвучало после того, как число погибших выросло до 17 человек. Число заболевших в Китае превысило уже 500. Большинство из них заболели в Ухане, где проживают 11 миллионов человек. Мера должна сдержать распространение эпидемии и защитить жизни людей. Российские аэропорты и пограничные службы усилили санитарно-эпидемиологический контроль из-за нового типа коронавируса. В Санкт-Петербурге с подозрением на заболевание были госпитализированы 2 человека. Еще один случай вызвал опасения медиков в Хабаровске. В 2 из 3 случаев опасный диагноз не подтвердился. В Амурской инфекционной больнице объявлен режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса в соседнем Китае. Готовы отдельные изолированные боксы, необходимый запас медикаментов, персонал проинструктирован. Амурские врачи готовы принять больных китайским коронавирусом. Как ранее писала «Амурская правда», в соседнем с Амурской областью провинции Хуладзянь есть один заболевший с подозрением на новый коронавирус. В больнице городского округа Муданьцзян находится 69-летний мужчина. Врачи нашли у него симптомы, схожие с новым типом коронавируса. Как выяснилось, китаец ездил к родственникам в Ухань, где была зафиксирована первая вспышка. На базе инфекционной больницы есть бокс для работы с больными с особо опасными инфекциями. Любой пациент с неизвестной инфекцией, температурой может доставлен быть с аэропорта, с таможни, с любой точки города и изолирован в данном боксе, так как он оснащен отдельным выходом, отдельным входом для персонала. Здесь существует отдельная система фильтрации и подачи воздуха для пациентов. И он снабжен самыми необходимыми средствами индивидуальной защиты персонала при любом заразном заболевании. Один человек погиб при взрыве в Тюменской области. В Ишиме в вагонном ремонтном депо по времени работ по сварке на цистерне из-под нефтепродуктов произошел взрыв. По факту инцидента, в результате которого погиб слесарь, следователи завели уголовное дело. На кадрах, распространенных Следственным комитетом, видно, что во время сварки происходит хлопок, после которого, по словам следователей, слесарь упал с цистерны на пол и получил травмы, несовместимые с жизнью. Несчастный случай произошел 19 декабря. Следователи Уральского управления на транспорте продолжают расследование уголовного дела по признакам нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Переходим к новостям в нашем регионе. В Ленском районе в поле зрения следователей уголовного розыска попал ранее судимый 25-летний мужчина. Молодой человек часто появлялся в магазинах, где торгуют спиртным, и визиты его, как правило, совпадали с днем, когда поступали социальные выплаты для пенсионеров и инвалидов. Молодой человек ни к одной из этих категорий не относится. Также до следователя дошла информация, что тот же молодой человек пытается продать телевизор. Подробнее расскажет мой коллега Александр Хавренко. Александр, что же удалось все-таки узнать следователям, почему дни совпадали? Молодой человек втерся в доверие к инвалиду первой группы и обманным путем завладел его банковской картой, деньги с которой он тратил на личные нужды. На вопросы продавцов в магазинах он отвечал, что я помогаю инвалиду. Это обзор чрезвычайных происшествий в студии Александр Хавренко. Сотрудникам уголовного розыска в Ленском районе путем личного сыска выявлены незаконные действия 25-летнего уроженца Мирнинского района в отношении инвалида первой группы. В поле зрения оперативника попал неоднократно судимый молодой мужчина, который в период поступления социальных выплат в районе стал расплачиваться в магазинах за покупку спиртного неизвестной банковской картой. Также к полицейским поступила информация, что мужчина пытается продать телевизор. Однако никаких заявлений в полицию о краже бытовой техники в этот период не поступало. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленник вошел в доверие к пожилому жителю Ленска, инвалиду первой группы. Выяснилось, что он представлял интересы инвалида в банке, в котором была оформлена банковская карта, на которую поступала социальная пенсия. При этом злоумышленник подключил услугу СМС-оповещения о поступлении денежных средств на личный номер телефона. Таким образом, он всегда знал обо всех поступлениях денежных средств на счет инвалида и под различными предлогами оказания помощи стал пользоваться картой в личных целях. Стало также известно, что телевизор, который предлагал злоумышленник различным гражданам, также принадлежит пожилому человеку. Технику он похитил под видом обмена на более выгодную и новую. Возбуждены уголовные дела по статьям кража и мошенничество. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В Якутском городском суде состоялось заседание по избранию меры пресечения для Веры Винокуровой, которую обвиняют в мошенничестве. На днях Винокурова была задержана оперативниками полиции. Женщина подозревается в мошенничестве с причинением крупного ущерба. Она вводила в заблуждение граждан, представляясь сотрудником городской администрации, имеющей обширные связи и возможности. Потерпевшим она предлагала приобрести земельные участки и квартиры по очень выгодным ценам. Всего в правоохранительные органы поступило 17 заявлений. На данный момент 8 человек признаны пострадавшими. Однако у следствия есть основания полагать, что от действий мошенницы могло пострадать более 130 человек. По результатам слушания дела для Винокуровой избрана мера пресечения в виде 28 суток ареста. Потерпевшие считают, что наказание должно быть обязательно. И, конечно же, мы считаем, что потерпевшая, если будет находиться на свободе, она будет оказывать давление и на свидетелей, и на потерпевших. И, соответственно, доводы о том, что, значит, у нее здоровье плохое и так далее, да, оно состояние здоровья ей позволяло на протяжении многих лет, значит, продолжать, то есть обманывать осознанно. 21 января 2020 года около 23 часов в следственные органы Республиканского следкома поступило сообщение о массовом отравлении работников и учащихся Чурапчинской республиканской спортивной средней школы-интерната Олимпийского резерва имени Дмитрия Коркина. В этот день в районную больницу обратились 22 человека, 19 несовершеннолетних в возрасте от 8 до 17 лет и 2 взрослых. По предварительным данным, общее количество отравившихся составило 24 человека, из которых 21 госпитализирован. В их числе 19 несовершеннолетних. Как сообщили пострадавшие, все они перед обращением за медицинской помощью в столовой школы-интерната употребляли в пищу консервированную рыбную продукцию. По данному факту возбуждены уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В ходе предварительного расследования установлено, что причиной недомогания стал консервированный продукт, закупленный в магазине, расположенном в поселке Нижний Бестях Мегано-Конглавского района. Расследование продолжается. В дежурную часть алданской полиции поступило сообщение, что на базе одного из производственных объектов слышны выстрелы. На место происшествия незамедлительно были направлены экипажи группы задержания вневедомственной охраны и ГИБДД по Алданскому району. Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили сторожа, который пояснил, что несколькими минутами ранее владелец объекта угрожал ему расправой с применением оружия. Росгвардейцами подозреваемый 25-летний владелец данной базы вскоре был задержан и доставлен в дежурную часть полиции. В присутствии понятых у него изъято незарегистрированное охотничье ружье марки ИЖ-18М. Установлено, что владелец базы начал угрожать сторожу применением оружия после затяжного конфликта на почве невыполнения им должностных обязанностей.
По данному факту проводится проверка. К российским новостям. Около 300 рыбаков унесло на льдине в море возле берегов Сахалина. Подробности расскажет Никита Конев. Порядка 300 человек оказались заблокированы на оторвавшейся льдине в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова на юге Сахалина. Жители решили порыбачить, однако лед треснул и людей отнесло на 300 метров в море. К месту незамедлительно выдвинулись спасатели. В операции использовали 14 единиц техники, в их числе лодки, снегоходы и судно на воздушной подушке. Большинство рыбаков ждали спасателей, однако некоторых столь незначительный инцидент, как дрейф в море, не испугал, и они продолжили заниматься любимым делом. По данным пресс-службы местного МЧС, сейчас все люди находятся в безопасности. Пострадавших среди них нет. Всего было эвакуировано около 250 человек. Остальные смогли добраться до земли самостоятельно. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей. Василий, на этом у меня пока все. Александр, спасибо за информацию. С чрезвычайными происшествиями нас ознакомил в обзоре мой коллега Александр Хавренко. Мы переходим к другим темам. Уже год студент-стоматолог из Северной Осетии Эдуард Гигалаев вместе с командой единомышленников бесплатно лечат зубы жителям отдаленных сел, которые по разным причинам не могут получить квалифицированную стоматологическую помощь. Сначала Эдуард вместе с командой единомышленников читал лекции о том, как правильно следить за гигиеной полости рта. Затем он со своей командой стал выезжать в отдаленные поселения республики и оказывать жителям первую помощь, проводить осмотр и выписывать направления. В 2019 году Эдуард принял участие в форуме «Машу», где выиграл грант в размере 400 тысяч рублей. На эти деньги он купил переносную стоматологическую установку и медицинские материалы, что позволяет теперь оказывать людям уже полноценную стоматологическую помощь. Спасибо вам и всем, кто приехал. Дай Бог вам здоровья. Очень людям помогли. Дай Бог. Мы еще хотим, чтобы еще раз приехали, подлечили нас, наших жителей села. И вернемся к событиям в нашей республике. В этом году 100-летие празднует дошкольное образование Якутии. В рамках знаменательного события министром образования и науки была запущена эстафета мероприятий. Сегодня в здании общественного центра проходит торжественная передача кубка. С места событий передает наш корреспондент Сырглана Неустроева. Сырглана, здравствуй, ждем подробностей, и тебе слово. Здравствуй, Александр. Сегодня в Якутске стартовала эстафета столетия дошкольного образования Республики Саха-Якутия, которая пройдет во всех муниципальных образованиях и городских округах республики. Стоит отметить, что эстафета стартовала именно с города Якутска, и эмблему для главного символа мероприятия Кубка эстафеты придумал педагог, участник всероссийского конкурса «Воспитатель года» Алик Кириллин. Сегодня состоялась также торжественная церемония вручения отличительных знаков отличников образования дошкольного и педагогического. И подробности о ходе мероприятия, о торжественном событии нам рассказала главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия Елена Тамтосова. Сегодня на торжественном мероприятии будет передан кубок эстафеты столетия дошкольного образования. Этот кубок будет передаваться столичному дошкольному образованию. И после обеда в 2 часа во Дворце детства стартует год дошкольного образования столетия в городе Якутске. Я хотела бы сказать, что самое активное участие как раз-то принимают у нас педагоги дошкольного образования во всех муниципалитетах. Ну а я хочу отметить, что мероприятий в этом году, посвященных столетию, действительно очень много. И полностью эстафета закончится 1 сентября 2020 года. Именно в этот день будет официальное празднование юбилея. У меня на этом все. Василий.
Да, Саргалан, спасибо за информацию. Ну а мы переходим к новостям со спортивных площадок. ВАДА приостановила работу Московской антидопинговой лаборатории. Российским исследователям запрещено выполнять любую работу по анализу образцов крови, связанных с программой биологического паспорта спортсмена. Решение ВАДА остается в силе до дисциплинарного разбирательства. Генеральный директор РусАДА Юрий Ганус назвал приостановку работы агентства вполне предсказуемой. Несмотря на это, сборная России стала победителем медального зачета третьих зимних юношеских игр, которые проходят в швейцарском Лозанне. Российская команда впервые в истории стала первой в общекомандном зачете зимних юношеских игр. Подробнее об этом расскажет моя коллега Полина Долинская. Полина, что способствовало победе и не повлиял ли антидопинговый скандал, о котором мы говорили ранее, на наших спортсменов? Здравствуй, Василий. Сборная России стала победителем благодаря победе хоккеистов в финале в заключительный день соревнований. Эта медаль и решила судьбу командного зачета. Ну а российские спортсмены, они выступили под флагом страны, потому что до окончания разбирательства по делу антидопингового скандала использование национальных цветов на Олимпиадах для российских спортсменов пока не запрещено, и на них это не распространяется. Это новости спорта на Якутия-24, в студии Полина Долинская. Сборная России стала победителем медального зачета третьих зимних юношеских игр, которые проходили в швейцарской Лозанне, благодаря победе хоккеистов в финале в заключительный день соревнований. Российские хоккеисты обыграли в матче за золото команду США со счетом 4-0 и принесли национальной команде 10-ю награду высшей пробы. Российская сборная по числу золотых медалей сравнялась со швейцарцами и опередила хозяев соревнований в борьбе за победу в общекомандном зачете, благодаря наибольшему количеству серебряных наград – 11 против 6. Также в активе обеих сборных по 8 бронзовых медалей. Третье место занимают японцы. В таблице медалей зимних юношеских Олимпийских игр 2020 первую строчку занимает сборная России, имея в активе 29 наград. 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей. На второй строчке располагается сборная Швейцарии, в активе которых 24 набора. Японцы замыкают тройку лидеров. В копилке сборной 17 наград. 9 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовая медаль. 22 января в Москве состоялась первая встреча министра спорта Российской Федерации Олега Матицына с работниками ведомства. Он обозначил ключевые задачи, которые стоят перед ним в качестве главы министерства. Основаны на общей глобальной стратегии развития нашего государства. Приоритет один – здоровье нации, здоровье будущего поколения, чистый спорт, всемирная защита наших спортсменов, всемирная защита наших спортсменов, обеспечение максимально комфортных условий для реализации их потенциала. Потому что спортсмены, наши дети – это будущее нашей великой страны, и их достижение, их комфорт обеспечит устойчивое развитие России. Александра Байкова и Дмитрий Козловский с мировым рекордом выиграли короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце. Фигуристы показали результат 82,34 балла. Второе и третье места в короткой программе на чемпионате Европы также заняли российские пары. На втором месте идут Дарья Павлюченко и Денис Хадыкин. Третью позицию занимают Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Произвольную программу пары представят 24 января. Соревновательная часть чемпионата Европы завершится в субботу, 25 января. Продолжаем обзор чемпионата Европы по фигурному катанию. В первый день чемпионата в короткой программе среди мужчин Дмитрий Алиев занял второе место. 20-летний спортсмен показал результат 88,45 балла. Первое место в короткой программе занял чех Михал Бржзина. Третьим стал россиянин Артур Даниелян. Россиянин Александр Самарин занимает 13 место. Произвольную программу фигуристы представят 23 января. Стали известны матчи, которые пройдут на стадии 1/2 финала чемпионата Европы по гандболу. В заключительный игровой день основного группового этапа определились команды, которые пробились в плей-офф из группы 2. Ими стали сборная Норвегии и Словении. Из группы 1 в полуфинал вышли сборные Испании и Хорватии. Таким образом, в полуфинале пройдут матчи Испания-Словения и Норвегия-Хорватия. Полуфиналы, матчи за 3 и 5 места, а также финал пройдут в Стокгольме. В матче за 5
9 место сыграют сборные Германии и Португалии, которые заняли в своих группах 3-е места. Победитель чемпионата Европы получит лицензию на игры 2020 года. Команды, занявшие 2-е и 3-е места, попадут в квалификационный олимпийский турнир, который пройдет с 17 по 19 апреля в Норвегии, Германии и Франции. Сборная России завершила выступление на предварительной групповой стадии турнира и пропустит Олимпийские игры. Сам чемпионат Европы завершится 26 января. Якутский мини-футбольный клуб «Заря» потерпел поражение от московского клуба КПРФ-2 в матче 15-го тура Высшей лиги России. Встреча завершилась со счетом 11-5. В составе победителей трижды отличился Андрей Панкратов. Дубли оформили Герман Коридзе, Александр Коробейников и Олег Кручинин. По одному мячу забили Владислав Севастьянов и Дмитрий Молчанов. За якутскую команду взятие ворот провели Яник Самплей, на счету которого дубль, а также Афанасий Федоров, Иона Демин и Джулустан Пестряков, забившие по разу. «Заря» располагается на 8-й позиции турнирной таблицы Западной конференции, имея в активе 20 очков. КПРФ-2 поднялся на 2-ю строчку, набрав 39 пунктов. В следующем туре якутяне сыграют с уфимской «Алгой». Встреча состоится 25 января. На этом у меня все. Будьте в курсе событий спорта на Якутия-24. Василий, передаю тебе слово. Обзор спортивных событий для нас провела моя коллега Полина Долинская. Ну а сейчас среднесуточная погода в крупных городах Якутии. В Алдане сегодня минус 27. Ветер дует со скоростью 2 метра в секунду. Давление составило 703 миллиметра ртутного столба. На термометрах Ленска сегодня минус 27. Облачно. Ветер дует со скоростью 3 метра в секунду. В соседнем Мирном сегодня довольно холодно. Минус 36 градусов по Цельсию, но солнечно. Давление 732 миллиметра ртутного столба. Ветер дует со скоростью 2 метра в секунду. В столице Южной Якутии, городе Нерюнгри, сегодня минус 26. Ветер сильный 4 метра в секунду. Облачно, но без осадков. Облачно и в Якутске. Сегодня минус 37. Ветер 1 метр в секунду. Давление же составило 757 миллиметров ртутного столба. И на этом у нас пока вся информация. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках новостей.